Аборта одни роды. Это статистика сегодняшняя. В 60-е же, например, на одного рожденного ребенка приходилось 3 прерывания беременности. Ситуация, по словам медиков, гораздо лучше, но проблема остается одной из болезненных. В основном в Коми беременность прерывают уже рожавшие. Хотя этот религиозный грех берут на себя женщины разного возраста. Причин достаточно, но основной все же является ритм жизни современной женщины. Она настолько занята, что не может подойти на прием к гинекологу, либо забывает выполнять рекомендации врача. Например, принимать таблеточные контрацептивы. А у многих огромный страх перед гормональными препаратами. Современные гормональные контрацептивы безопасны. Современные гормональные контрацептивы разрешены даже кормящим мамочкам. И они у них разные формы выпусков. То есть это не только каждодневный прием таблетированных препаратов, когда есть риск забыть, очередной прием. Есть импланты, есть внутриматочные контрацептивы, которые позволяют длительное время применять. То есть это речь 3-5 лет. То есть такой вопрос решен, и контрацептивов бояться не надо. То есть контрацептивы современные разрешены к применению, даже когда осложнен статус, то есть есть варикозное состояние, есть мигрени. Вторая причина абортов – решение о сохранении ребенка женщина принимает в депрессии. Именно в таком состоянии она находится в первые 14 недель беременности. А аборты в России разрешены до 12 недель. Поэтому кабинеты доабортной консультации работают в каждом муниципалитете Коми. Скажем, в Сыктывкарской женской консультации с беременными работает акушер-гинеколог, психолог, привлекают и представители Русской Православной Церкви. 17-й год нам психолог помог. Около 30% женщин у нас отказались от прерывания беременности. Так что, видите, психолог нам большую роль играет. Если бы психолог не беседовал с ними, они ведь, во-первых, индивидуально беседуют. На каждом приеме акушер-гинеколог женской консультации, а также в отдельном кабинете охраны репродуктивного здоровья женщине рекомендуют способы контрацепции. В столице Коми также есть Центр планирования семьи. О том, как избежать нежелательной беременности, специалисты рассказывают в школах, средних и высших учебных заведениях. Вторая беременность пациентки дневного стационара женской консультации Анны Гузовой запланированная. По ее словам, главное – прислушиваться к советам врача. Мне кажется, что это все равно подарок судьбы, и нужно воспринимать так, как это есть. И со своей точки зрения могу сказать, что я против абортов. Тему абортов затронули журналисты и на декабрьской большой пресс-конференции Владимира Путина. В администрацию президента поступило более 1 миллиона голосов в защиту детей до рождения. По словам главы государства, сегодня в большинстве стран это решение остается за женщиной, потому что есть опасения, что в случае запрещения будут расти криминальные аборты, и это наносит колоссальный вред женскому здоровью. Поэтому здесь нужно быть очень аккуратным, взвешенным, исходить из общего настроения в обществе, из морально-этических норм, которые в обществе сложились. Ничего нельзя ломать через колено, понимаете? Что касается Коми, статистика показывает, профилактические меры все же помогают снизить количество абортов. После консультации специалистов от прерывания беременности отказывается почти каждая 5-я женщина. Анастасия Тюрина, Алексей Паршуков, телеканал Юрган.